Все залито, да. Это голубиный помет, все это текло по обоям. 8 марта Светлана провела с тряпками и тазами. С потолка текло так, что еле успевала убирать ковры и застилать мебель и технику клеенкой. 2 недели назад нам сняли крышу. Материала нет, так крыша стояла открытая. Источник я снял. И сразу прямо на меня такая вода. Потолок словно сито. Со 2-го этажа вода течет на 1-й. Менять теперь и обои, и деревянные полы. Рабочие проходили, спрашивали, что у вас тут, типа, ерунда у вас же тут, короче. Покрасьте, говорит. Вы могли бы гидроизоляцию сделать, чтобы не попала вода сюда, в квартиры. Я говорю, вы просто нарочно так хотели попасть на деньги. Дому в деревне Береми больше 40 лет, и капитального ремонта здесь очень ждали. Но не думали, что подрядчики оставят их без крыши на 2 недели. Ну вот мы забрались на самый верх, откуда и пошли все беды. Как видим, работы сейчас идут. Каркас крыши натянут в такой пароизоляции. Но, как видим, не везде. Вода продолжает течь прямо сейчас. Работы ведет фирма «Барселитстрой». Прораб говорит, ремонт затянулся из-за мусора под старым шифером. Когда крышу демонтировали, еще несколько дней занимались уборкой. Строительного и бытового мусора, птичьего помета и так далее, битого шифера. Вот. Было трудности возникало то, что вот это надо было все вычищить полностью. Но закрыть все тщательно пленкой, когда активно тает снег и идет дождь, никто не догадался. Управляющая компания теперь совместно с подрядчиками будет устранять последствия потопа. Жильцов мы как бы пытаемся успокоить, что мы их в беде не оставим, мы на ихней стороне. И в кратчайшие сроки после окончания кровли подрядчик обязуется возместить ущерб. Говорят, что посчитайте ущерб, на какую сумму, если сумма реальная, то мы вам одобрим, выплатим. Естественно, клеить самим. По новой нужно штукатурить и подъезды. Подрядчик обещал покрыть крышу до конца недели, а все швы на пленке заделать сегодня. Анна Городнова, Андрей Сентальцев, ТНВ, Высокогорский район.